Значит, фабрика наша на данный момент самая взрослая фабрика России, золотоизвлекательная. В прошлом году, в 2020-м, 55 лет мы отпраздновали. Как сказать, старше была только Лебединская ЗИФ, которая вот за Алданом, там поселок Лебединый. Но она уже давно в консервации не работает. Куранакскую ЗИФ построили именно как правопреемник Лебединский, ближе уже к месторождениям, которые на тот момент Алдан Золото ГРК разрабатывали, да, к месторождениям Куранакского поля. У фабрики производительность на данный момент, перерабатываем мы 6 миллионов тонн руды в год. Выпуск золота около 6,5 тонн в год. Это после технического перевооружения, да. С 2015 года по 2020 год шло техническое перевооружение. В 2015 году у нас 3800 была производительность. Вот с середины 20-го мы вышли на 6, и уже 21-й мы, в принципе, на 6 так и идем. Еще будет несколько этапов технического перевооружения. До 7,5 миллионов мы еще фабрику разгоним по переработке. Ну, там порядка 8 тонн будет золота в год, и все на то. Все зависит от содержания. Ну да, может быть и 7 тех же миллионов, если 0,9 привезут, то знаешь... Нет, у нас... Нет, 10 тонн уже нет. 10 миллионов мы уже не можем. То, что у него заначки много, это не значит, что его заначки есть куда у нас распределять. Самое, что почему техническое перевооружение, потому что все в контурах вот с тех зданий, которые построены еще 50 лет назад, да, и мы не расширяем, мы новые здания не строим, и даже 7,5 мы умещаемся на тех территориях, принимая решения технические, технологические, на тех территориях, которые есть. И я думаю, если захотят больше, то проще построить где-то там фабричонку миллиона на 3, чем стройку здесь, да, проводить. Если вдруг когда-то захотят еще больше, на самом деле, я думаю, будут кучное выщелачивание развивать, а не фабрику. Значит, у нас применяется цианистая сорбционная технология. То есть золото мы растворяем с помощью цианида, а забираем его растворенное из пульпы с помощью сорбента ионообменной смолы. То есть и тоже по России из ЗИФ, ну мы не единственные, еще есть 3 фабрики, которые тоже со смолой работают. Остальные все ЗИФ давно перешли на уголь. Но так как у нас содержание в руде хвостовые очень маленькие, смола работает чище, она лучше забирает золото из процесса, поэтому мы не переходим на уголь и остаемся на смоле. У нас, получается, применяется 3 стадии измельчения. Вот это я вам по цепочке. 3 стадии измельчения. Руду мы измельчаем от крупности 400 миллиметров кусок до крупности минус 0,16 миллиметров, 95% в пульпе, то есть вот этого тонкого класса. После измельчения идет передел сгущения. После сгущения сорбционное выщелачивание. И после сорбционного выщелачивания смола, хвосты, то есть обеззолоченная пульпа, это уже уходит в хвосты, а смола насыщенная переходит на стадию регенерации. Выщелачивание – это процесс растворения золота, то есть перевод золота из твердой фазы в жидкую. Когда к нам золото поступает в руде, ну руду вы видели, вы с рудника приехали, да? Руда находится в твердом агрегатном состоянии. Чем вы это... Цианидом, говорю. Цианидом, так в принципе это не только наша технология, все
Везде, ну, есть еще, конечно, где и кислотой растворяют, или желчью растворяют. Мы растворяем с помощью раствора циана. То есть циан с золотом взаимодействует, и уже к сорбции, к участку сорбции пульпа приходит. Пульпа – это руда и раствор вместе, взвесь. Пульпа приходит практически с растворенным золотом, то есть оно уже в жидкой фазе. Пульпа это сметанообразная. Ну, примерно, да, только еще даже пожиже. Консистенция – это взвесь, сметана не взвесь. Все-таки это как, ну, если текстуры когда-нибудь, ну, в общем, это взвесь, это растворы, внутри твердые частицы во взвешенном состоянии находятся, вот эта пульпа.